Лекция номер 5. Тема. Лекция номер 5. Тема. Теоретическое наследие Маркса и Энгельса в области теории научного коммунизма. Теоретическое наследие Маркса и Энгельса в области теории научного коммунизма. Теоретическое наследие Маркса и Энгельса в области научного коммунизма. Теории. В области теории научного коммунизма. Теория научного коммунизма. Значит, сейчас вы ручку ложите, меня слушаете. Потом я подскажу, что написать. Значит, мы с вами сегодня в последней лекции наконец добрались до того раздела наследия Маркса и Энгельса, где изложено, как это проект строительства коммунизма практически. Проект строительства коммунизма. До того мы все подготовительные. Философия – фундамент. Экономика – это закон управления экономикой. Классовая борьба, ну, само собой, рабочий класс должен не извергать буржуазии, поэтому классовая борьба. И его завершается пролетарская революция. Рабочий класс, завоевал политический власть, установил свою диктатуру, отменил буржуазную частную собственность. Просто, если вы скажете, отменил частную собственность, неправильно. Отменил буржуазную частную собственность. И эксплуатацию человека. Для этого вся это была философия, политэкономия, классовая борьба, и пролетарская революция завершилась. Вот сейчас мы строим коммунизм. Коммунизм. А мы все время строили социализм. Вот сейчас вы тонкости поймете. Сейчас излагаю. Значит, ничего не пишите бы. И потом я скажу, что написано. Древнегреческий философ Платон, первый, кто осмелился проектировать идеальное государство, как будто бы оно существовало в античные времена. На самом деле такого государства, конечно, не было. То есть он один, первый, который создал горизонт фантазии человеческих мечтаний. Человеческих мечтаний. Сейчас после него, начиная с 16 века, два поколения утопистов нарисовали всякое разные справедливые государства, но вы должны знать, что в 16 веке английский утопист Томас Мор ввел в научный оборот понятие социализм. В 16 веке. В 17 веке итальянский утопист Томмазо Кампанелло ввел в научный оборот понятие коммунизм. Вот отсюда начинается. То есть социализм появился в 16 веке, коммунизм появился в 17 веке. Но это все утопически. Почему они утопические? Потому что это нереализуемая мечта. Нереализуемая мечта. У них не было той силы, которая осуществит это дело. Поэтому переходим к основной теме. Маркс и Энгельс на основе анализа всей истории развития человечества установили, что это основа исследования. Сначала у нас первобытно-общинный строй, потом образовательский строй, потом феодальный строй, и в начале капиталистического появились Маркс и Энгельс. И они вот на основании анализа всех этих разбитий семен, общественно-формационных семен установили, что капитализм тоже переходящий этап. Потому что он сменится коммунизмом. Сменится коммунизмом. Притом это за марксовые, которые мы с вами уже 4 лекции прослушали, во всех остальных случаях, Маркс и Энгельс опираются только на науку. Они установили диалектический материализм для природы, исторический материализм для общества. Нашли они силу, которая не свергнет это буржуазию, капитализм, и построит коммунизм. Это пролетариат. Его характеризовал, как в прошлый раз я вам говорил, могильщик капитализма, преобразователь всего капиталистического мира, строитель коммунизма. Следовательно, мы сейчас устанавливаем, что на основании вот тех исторических корней, которых 4 я перечислял вам в первой лекции, и теоретических источников Карл Маркс и Фридрих Энгельс на основании этих 6, то есть 3 исторических корней, 3 теоретических источников, они разработали свою марксистское учение.
который состоит из 4 разделов. Первый мы прошли философию, второй мы прошли политэкономию, третий прошли классовую борьбу пролетарская революция, и последний, 4-я, это теория научного коммунизма. Теория научного коммунизма. 4-й этап. Записываем. В 16 веке английский утопист Томас Мор, в 16 веке английский утопист Томас Мор ввел научный оборот понятие социализм. Понятие социализм. В 17 веке, после точки, в 17 веке итальянский утопист Томмазо, 2М, Томмазо Кампанелла ввел научный оборот. Томмазо Кампанелла ввел научный оборот понятие коммунизм. Чтобы вы знали, социализм, коммунизм откуда появился-то. До того не было. Точка. Только Маркс и Энгельс на основе научного анализа, всей истории развития человечества научный анализ всей истории развития человечества установили, двоеточие, законы развития общества, запятая, законы развития экономики, Законы или закон? Законы развития общества, запятая, законы развития экономики, двоеточие, причисляем производство, обмена и распределения производства, запятая, обмена и распределения произведенных материальных благ. Точка. В отличие от утопистов, Маркс и Энгельс еще в 1844 году установили самого эксплуатируемого класса. В 1844 году установили самого эксплуатируемого класса пролетариата. Который будет могильщиком капитализма, строителем коммунизма. Точка, и отдыхаете. Дальше рассказываю. Строительством коммунизма, да? Строителем коммунизма. Как только Маркс и Энгельс нашли могильщика и строителя капитализма и строителя коммунизма, утопический социализм, коммунизм превратились в науку. Ничего не записывают. Превратились в науку. После Маркса и Энгельса. Да, когда они установили могильщика и строителя, утопический социализм, коммунизм стали наукой. Это на руках Маркса, а там они остаются утопическими.
И они говорили, Маркс и Энгельс, причины всех общественных изменений, политических катаклизмов надо искать экономика соответствующих эпох. Потому что мы с вами знаем, что материальные отношения определяют все остальные отношения. Умственные, политические, нравственные, правовые. Всех определяют экономические отношения. А здесь они говорят, что вот все изменения в обществе надо искать экономика соответствующих эпох. Потому что определяющим является материальное производство, которое производит средства существования человека. И вот они характеризуют в капитализме. Почему капитализм должен быть сменен коммунизмом? Потому что там господствует анархия, предприятие балансирует в государственном уровне, и сегодня господствует анархия. Поэтому через каждые 10 лет происходит экономический кризис перепроизводства. На самом деле никакого перепроизводства нет. Просто перепроизводят какие-то отдельные товары. Ну, например, женские сапоги. Женщин, предположим, там 6 миллиардов, а они 4. А помидоры? Причем тут помидоры? Помидоры нет, ну это не тот вопрос. Это не... Они этого не учитывали. А вот зерно, например, зерно сжигали. Да. Вместо того, чтобы продавать населению, удешевленной цене, они сжигали его. Потому что оставшийся час пойдет по той цене, которую они хотят. Они покупают обязательно. Конечно, как чего вы хотите? А вот сегодня Путин что говорит-то? Вот они для этих голодных стран отправили российские зерно и минеральное удобрение, а они утекли европейским странам. А там достаточно 3% голодающих. Все. А вы хотите сегодня по-другому, что ли? Капитализм не меняется, друзья. У них нужен максимальный период. Ценой и всякой ценой. И при том, капитализм не важно, что там это удовлетворяется, этой потребности населения или нет. Их интересует превалочная стоимость. Для этого они пойдут на войну, на всякое разное ухудшение, мошенничество и так далее. Такой же случай был тоже. Вот. Так, сейчас посмотрим дальше, что. На бортонную парапрею. Ага. Пошел. Значит, в этих кризисах перепроизводства обнажается противоречие между общественной формой производства, частно-капиталистической формой присвоения превалочной стоимости. Там именно это обнаруживается, оголяется все противоречия. И Маркс и Энгельс, вот, подходя к этой проблеме, говорят, что вот все неприятности, которые существуют в этом капиталистическом обществе, прекратятся, как только мы отменим буржуазную частную собственность и средства производства сделаем общенародными, но общественными. Некоторые общественные, на самом деле общенародные. Общенародные. Потому что, вот смотрите-ка, вся первая изъеденная революция, земля была вся обществоведена. То есть она стала общенародной. Только вот колхозам и совхозам давали на вечное пользование. Они не имели права его продавать, арендовать и так далее. Они могут пользоваться бесплатно, пользуются, никакого налога не было. Понимаете? Но остается общенародный. Трактора общенародные. Все остальные общенародные, машины общенародные. Потому что коммунистическая страна. А вот продукцию коллективные, она не общенародная. Колхоз сам распределяет. К нему государство не вмешивает. Тот налог они должны платить, соответствующий, установлен. Записываем. Как? Записываем. В отличие от утопистов, Маркс и Энгельс еще в 1844 году. Прошу, это первый, прошел. Мы записали, да. 1824. Да. 44. А потом еще 44. Да. И 24.
Да. Причем Переворот, два раза. искать эпоху. Нет, 144. Родиться сколько лет. Благодаря этим двум открытиям утопийский социализм и коммунизм стали наукой. Записывали? О, Нет, с этого начинаем. Благодаря этим двум открытиям, утопический социализм и коммунизм стали наукой. Точка. Социализм и что? Благодаря этим двум открытиям утопический социализм и коммунизм стали наукой. Точка. и коммунизм. Стали наукой. Маркс и Энгельс причины всех общественных изменений. Маркс и Энгельс причины всех общественных изменений и политических переворотов. Мнений-то. Всех общественных изменений и политических переворотов рекомендовали искать экономика соответствующих эпох. Рекомендовали искать в экономика соответствующих эпох. Точка. В капиталистическом общественном производстве царит анархия, То анархия. в капиталистическом общественном производстве царит анархия, Совет. в результате которой через каждые 10 лет, примерно, конечно, через каждые 10 лет происходит кризис перепроизводства. В которых обнажаются противоречия между общественной формой производства и частно-капиталистической формой присвоения прибавочной стоимости. Частно-капиталистической формой присвоения прибавочной стоимости. Запятая. Присвоение прибавочной стоимости, запятая, создаваемой наемной рабочей силой. Подождите. Присвоение прибавочной стоимости, запятая, создаваемой наемной рабочей силой. Все предложение можно? Да. Что-то Пожалуйста. непонятно. Полностью. Чего? Полностью предложение. Полностью. В кризисах обнажается противоречие между общественной формой производства и частно-капиталистической формой присвоения прибавочной стоимости, запятая, создаваемой наемной рабочей силой. Создаваемый Наемной рабочей силой. Противоречие между общественной что? Общественной формой производства и частно-капиталистической формой присвоения прибавочной стоимости. Частно-капиталистической формой присвоения прибавочной стоимости, запятая, создаваемой наемной рабочей силой. Это брось телефон, а, Светлана? наемной Наемной рабочей силой. Семинар Говорова. Да. Семинар Говорова. Умножается. Точка. Маркс и Энгельс теоретически аргументировали
Маркс и Энгельс теоретически аргументировали, что эксплуатация труда прекратится, только тогда, запятая, эксплуатация труда прекратится только тогда, запятая, когда общество возьмет в свое владение все средства производства. В свое владение все средства производства. Это точно. И анархия производства будет заменена научно-планомерным регулированием материального производства. Будет заменена научно-планомерным регулированием материального производства. Это берегов. Научным планированием. Чего? Научно-планомерным. Планомерным и регулированием материального производства. Так, сейчас вы отдыхаете, слушаете. Материальным производством. Да. Так, Маркс и Энгельс дали такое определение коммунизму. Коммунизм есть учение об условиях освобождения рабочего класса. Отличительной чертой коммунизма является отмена буржуазной частной собственности. И коммунисты считают, нет, не коммунисты считают, Маркс и Энгельс считают, что эти цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения существующего строя. Не только буржуазии, всего существующего, потому что такой буржуазии есть насильственный аппарат, полиция, армия, там, суды, административные органы. Всех их надо насильственно свергать. А сегодня мы с вами, Россия, что делаем? Через избрание президента и парламента собираемся завоевать политическую власть. Это зачувствовать. Вон за Маркс и Энгельс сказали, только насильственным неспровержением, революционным путем. Потому что сегодня фабриканты, никто нам фабрики, завода обратно не даст бесплатно. Конечно. Ага. Армия не даст свое оружие, полиция не даст свои арсеналы, суды и прочие остальные свои прерогативы. Они избираются, огромную зарплату получать, избираются на всю жизнь. Кто отдаст его? Такое благо-то. Поэтому надо не спровергать и революционным путем. Нужен новый Владимир Ленин, новый Иосиф Сталин. Другого пути нет. Нету, конечно. Переедала. И сейчас нету. То есть коммунизм есть условия освобождения рабочего класса, и эти политические власти могут быть достигнуты, завоеваны только насильственным путем. Цель коммунизма – полное всестороннее гармоничное развитие каждой личности. Цель. Очень простая. Так, записываем. Коммунизм есть учение об условиях. Коммунизм есть учение об условиях освобождения рабочего класса. Маркс и Энгельс считали, после точки Маркс и Энгельс считали, что эти цели могут быть достигнуты, Через революцию. что эти цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя. Путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя.
существующего несправедливость, да? Не существующего общественного строя. Капиталистического строя, капиталистического. Что я сбился? Главная цель коммунизма, двоеточие, главная цель коммунизма, А двоеточие, вот быть, может быть достигнуто путем насильственного... неспровержение всего существующего общественного строя. Существующего общественного строя. Главные цели. Точка. Главная цель коммунизма, двоеточие. Первое. Не. Полное всестороннее и гармоничное развитие каждого члена общества. Каждого члена общества. Я варю этого. Так, приступаем. Сейчас отдыхаете. Значит, последний раздел. В результате 32-летней совместной теоретической работы Маркс и Энгельс осуществили, создали теорию научного коммунизма. Создали теорию научного коммунизма. И перед ними встал вопрос. Ну, теория, она предполагает все то, что мы изучили до того, все дело как бы сфокусированы в этом выражении. И перед ним стал вопрос. После завоевания политической власти, результата пролетарской революции, установления диктатуры пролетариата, с чего начать строительство нового общества, то есть с чего начать строительство коммунизма. Перед ним стоял. Вот искренняя величайшая заслуга состоит в этом ответе на этот вопрос. В 1875 году в работе критико-готской программы они разработали общую, универсальную теоретическую модель коммунизма. Общую, универсальную теоретическую модель коммунизма. Расшифровывая. Общая, знаете, подходит любой стране. Да. Универсальная подходит любой стране, независимо от социально-экономического культурного развития. Третье. Каждой стране рабочий класс, учетом образа жизни, склада мышления, национальной традиции, обычаев, культуры, искусства народа этой страны должен разработать научный план строительства коммунизма. В этом секрет. После чего они расшифровывают. Переход от капитализма к коммунизму. То есть первое превращается в вторую. И больше ничего. Там они, никаких критериев, ничего. Это забота рабочих класс каждой страны. Потому что в каждой стране свои условия, свои особенности, свои национальные традиции. Их Маркс и Энгельс зачем будут? Там тогда было, блядь, не 200 государств, как сегодня. В каждой стране свои особенности. Учетом этого рабочий класс должен переработать экономичение в свой лад. Как Ленин сделал в 55 томах России. Как Мао Цзэдун сделал, сколько томах, я не знаю, Китая. Как Кашмин в Вьетнаме. Как Фидель Кастро в Кубе. Как этот Ким Ир Сен в Северной Корее. И вот 5 примеров-то явно. Поэтому это мы понимаем. До сих пор четверо живые и строят. Я не знаю, что строят, но строят они что-то. А вы зачем смеетесь? Я так не учил там, поэтому я же болтать не могу же. Я все-таки доктор наук, профессор. Я могу то, что видел, ощупать, так сказать, твердое, мягкое. По-другому не могу. Тогда это ученый. А если болтает, тогда это не ученый. После чего, я думаю, переходный период для этого должно было длиться несколько сот лет. Потому что это самое трудное. Вот Ленин, как говорится, привычка миллионов – это страшная сила. Самый главный противник нас. Он может в любое время нас опрокинуть. Вот как видел Ленин-то. Ведь эти привычки, вот, которые можно опрокинуть, вы думаете, за 100 лет можно сделать? Мы 70 лет строили, после чего контрреволюция, все раздали совхозы, а раз все коров, лошадей, тракторов. Никто не возражал.
Вот это и есть пережитки капитализма. Да. Ровно как. Поэтому нельзя вот так упрощать. Великий Сталин-то в 1936 году съезде, в 8 съезде сказал, что мы построили переходный период. Это закрепили в Конституции. И после чего арабаняне всех, вчерашних, понимаете, боровов, они одинаковые права имели, избирательные, прочее, во всю структуру. Полезли, в том числе силовые, и начали уничтожать первый отряд революционеров, в том числе наших первых руководителей, по 3 человек. Совершенно без причины. Они же преданные, они же за 8 лет нам оставили тот фундамент, до сих пор, в котором мы до сих пор живем. Великие ребята. Их уничтожили, расстреляли. Только этот один Оинский умер в своей тюрьме. Все остальных расстреляли. Поэтому не надо упрощать это дело. То есть, вероятно, я думаю, переходы перед должны длиться несколько сот лет. Но в будущем году, если мы начнем учить русофизический марксизм, я вам расскажу эти детали. Ленин как видел. Ленин как видел. Ленин гений. Поэтому, после чего, Маркс и Энгельс говорят, после перехода периода придет первая фаза. И характеризует. Это не то общество, которое развивается на своей собственной основе. Он только что выходит из капитализма. Поэтому во всех отношениях умственных, нравственных, всех остальных имеет родимые пятна. Вот. Потом вторая фаза. Вот когда исчезнет провозглашение человека распределение труда. Распределение труда. И все остальные, понимаете, недостатки идут, после чего рабочий класс исчезнет, потому что социальные условия кончились. После чего государство отмрет, засыпает. Отмрет, засыпает. Это когда будет, а? Я думаю, 1000 лет, вероятно. Поэтому Пока... даже они, эти гении, не сказали подробности-то, потому что это дело рабочего класса Советского Союза, или там Китая, или Вьетнама, или Кубы. О как! Поэтому, понимаете, какое дело? Всегда этого никто не знал, кроме Ленина и Сталина. В будущем году мы разберемся, если, дай Бог здоровья, мы соберемся опять, начнем учить русофизический марксизм. Тогда я расскажу. А сегодня этого не надо. Так, записывай. Результаты 32-летней совместной, результат 32-летней совместной теоретической работы Маркс и Энгельс разработали теорию научного коммунизма. Разработали теорию научного коммунизма. И в 1875 году в работе «Критика Готской программы», оба стороны в кавычках, в работе «Критика Готской программы» общую, запятая, универсальную, запятая, теоретическую модель коммунизма. Общую, универсальную, теоретическую модель коммунизма. Двоеточие. Первое. Общая модель коммунизма. Общая модель коммунизма. Первое. Которая будет перегодна рабочему классу любой страны. Общая модель коммунизма, запятая, которая будет перегодна рабочему классу любой страны. Рабочему классу любой страны. Второе.
Универсальная модель коммунизма. Любой стране. Универсальная модель коммунизма. Подойдет любой стране, независимо от уровня, социально-экономического и культурного развития. Социально-экономического и культурного развития. Третье. Погодите. Так что социального развития. Социально-экономического и культурного развития. Третье. Теоретическая модель коммунизма. Теоретическая модель коммунизма. Потребует от рабочего класса каждой страны потребует от рабочего класса каждой страны с учетом образа жизни и склада мышления запятая, национальных традиций и обычаев, запятая, культуры и искусства народа страны, разработать научный план строительства переходного периода от капитализма к коммунизму. Научный план строительства переходного периода от капитализма к коммунизму. Переходного периода от капитализма к коммунизму. Новые строки. Переходный период. Это период революционного превращения первого во второе. Точка. Первого во второе. Точка. Этому периоду соответствует политический переходный период. Пошли дальше. Новые строки. Первая фаза коммунизма. Мы имеем здесь дело не с таким коммунизмом, запятая, который разбился на своей собственной основе. Запятая, а напротив, с таким На собственной основе. Запятая, а напротив, с таким, который только что выходит из капиталистического общества. Запятая, поэтому во всех отношениях, скобка открываете, экономическом, нравственном, умственном, скобка закрылась, экономическом, нравственном,
умственном, скобка закрылась, сохраняющее родимые пятна старого общества. Сохраняет еще. Блин. Родимые пятна старого общества. Новые строки. Вторая фаза коммунизма. Сохранять родимые пятна старого общества. Новые строки. Вторая фаза коммунизма. После того, как исчезнет порабощающая человека подчинение его разделению труда, запятая, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, запятая, физического труда, запятая, когда труд станет первой потребностью жизни, и все источники общественного богатства, польются полным потоком Все источники общественного. Ой, извините, пожалуйста. Общественного. Полным. Здорово. Все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда будет преодолен узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени двоеточие. Каждый по способностям, каждому по разумным потребностям. Каждый по способностям, каждому по разумным потребностям. Посмотрите, как Марс Ангедум, самый умной голове ходил это. Только в высшей фазе будет переделен узкий горизонт буржуазного права. Ну, я думаю, с ним можно согласиться, можно нет. Вероятно, в высшей фазе буржуазного права-то не будет. Вот первая фаза может быть, потому что там диктатура пролетариата сохраняется. Первая фаза. Поэтому буржуазное право там, конечно, будет. А вот буржуазное право в высшей фазе будет. Это, с этим можно согласиться, может нет. Это наше, каждый сам по-своему решает, по своей спортивности. Мы с вами закрыли весь марксизм.